Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваше тепло, за ваши лайки, за ваши хорошие теплые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня на песочке посмотрим такую тему. Что ждет вас на будущей неделе? Что уготовила вам судьба? И как грядущие 7 дней повлияют и поменяют вашу жизнь? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, посмотрите на песочек, так и спросите, что мне по судьбе, либо что меня ждет на будущей неделе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что скрыто, их мы желаем узнать. Ух ты! А неделька непростая у вас идет. Мои хорошие, придется совмещать как и личную жизнь, так и рабочую. То есть здесь у вас повышенная активность происходит. Смотрите, вы у меня в основании, вы у меня человек, который вот птицу в руках держит. Да? Видите, птица. Здесь человек, который управляет своей жизнью и влияет на жизнь других людей. Значит, мои хорошие, будете гореть всю неделю в трудах, в заботах, в переживаниях, в каких-то, может быть, прояснениях, выяснениях. Будете жить и за себя, стараться, и за ваших близких, родных. Может быть, какие-то обязанности, сверхобязанности будут на вас возложены. Не просто вам это все будет даваться, но вы справитесь. Вы справитесь, у вас все получится. Ждите очень какую-то невероятную новость, либо какую-то супер-мега информацию. То, что действительно может поменять вашу жизнь. Самым ярким пятном идет информация. Информация, новости, сообщения, письма, может быть, даже какие-то предложения пойдут. Прям вы поймаете эту птицу счастья вы поймаете. Смотрите, как вы ее держите за 2 крыла. Замечательно. То есть вы не упустите этот шанс и не упустите этот момент. Даже ленивый не упустит. Хотя я думаю, что у меня тут собираются девочки, мальчики такие, ох, огонек. Поэтому, мои хорошие, готовьтесь. Я вам бы посоветовала, порекомендовала подготовиться к этой неделе. То есть хорошо выспаться. Обязательно высыпаться, соблюдать пищевой режим, да, то есть не переедать, либо не голодать. Вам потребуются силы, вам потребуется энергия. Возможно, вам следует пересмотреть свои какие-то хобби, увлечения, планы даже, возможно, кому-то придется поменять, потому что у вас идет горячая пора. Пора, когда вы должны блистать во всем своем разнообразии, да, во всей своей красоте. Здесь от вас по максимуму спросят. Вот прям на работе, либо в семье, либо в каком-то вашем деле придется выкладываться на 100 и более процентов. Но я вижу, что вы хорошо поработаете, и вас ждет хорошая награда. К вам деньги идут на этой неделе, причем деньги немалые. Деньги такие вот прям, знаете, зарплата может быть муж принесет зарплату, может быть, вы сможете что-то очень выгодно и удачно продать, если вот вы занимаетесь продажами. То есть идет какой-то очень маститый вам клиент, да, если работаете вы вот как раз с людьми, да, в сфере человек, ждите какого-то очень денежного, богатого клиента, который сможет вас и работой обеспечить, да, может быть, придется постараться, попыхтеть, но отдача будет просто сверх вложенных трудов. То есть вам очень понравится. Вам могут заплатить и еще и сверху накинуть, как там чаевые, да, либо комиссию вы можете получить. Либо, например, придет к вам клиент,
Допустим, вы что-то продаете, да, приходит к вам клиент, вы видите, что человек заинтересован, вы видите, что человек платежеспособный, да, он у вас не скидки выпрашивает, а вот именно интересуется товаром, техническими какими-то вопросами, и вам придется действительно постараться, чтобы человека уговорить. При этом человек заплатит за товар, не выбивая скидки, и плюс еще за ваше радушие, за ваш профессионализм накинет вам сверху, ну, как комиссионные, да, чаевые деньги. Так что, мои хорошие, ждите очень выгодных ситуаций, вот именно связанных с вашей работой, либо с получением денежных средств. Вот на этой неделе обязательно случится. Работать, я уже сказала, придется много. Неважно, работаете вы на себя, либо вы работаете на кого-то, на предприятии, в компании. Неважно. Здесь очень много дорог будет. Дорог и какой-то вот суеты, вот каких-то метаний, мыслей, что выбрать, чем там заняться, что важнее, что можно отложить, как мне это все сделать, как мне это все сгруппировать. Значит, мои хорошие, здесь строгий вот прям отбор должен быть. Отсеивайте все лишнее. Не тратьтесь по мелочам, фокусируйтесь на то, что действительно важно для вас и что несет за собой выгоду либо прибыль. Понимаете, не надо вот думать, ой, мне там на танцы нужно идти, плюс у меня еще там работа доделать. Конечно, доделывайте работу. Потанцевать вы всегда успеете. Здесь важно работать, не откладывать на завтрашний день и не уходить в минуса. Здесь важно хорошо отдыхать, хорошо питаться, ну и, конечно же, стараться быть в бодром духе. Это очень важно. Что касается любви, любовных отношений. Но кто у меня общается, встречается, вы так и общаетесь. Может быть, больше перейдете в режим переписки, телефонного общения, потому что вы будете крайне заняты. Работа, дела, да, потребуют свое. Ну, в принципе, как бы у вас все замечательно. Может быть, встреча перенесется, да, там, ближе к выходным. Но я не вижу тут каких-то особых проблем. Если вы в семье, в паре, в браке проживаете совместно, то здесь, возможно, будут претензии со стороны вашего партнера. Ну, дескать, там, мне внимания не уделяешь, там, суп не готов, либо там с детьми время не проводишь. То есть это может быть, это ревность, бытовая ревность, которую, ну, в принципе, если не заострять внимание, то можно пережить. Не надо человека обвинять в том, что вам тяжело. Понимаете, это работа ваша, это ваша ситуация, вы за нее отвечаете. И там, если да, что-то там вам закинул ваш партнер, постарайтесь отшутиться. Либо серьезно поговорить, скажите, ну мне и так нелегко, я это, видишь, стараюсь, у меня вот это, да, я делаю для того, чтобы нам всем было хорошо. То есть человек вас поймет. Главное, чтобы вы хотя бы немножечко там внимания уделяли, просто поговорили там, может быть, даже спросили, как дела у тебя. Вот ревность возможно, но она бытовая, идет именно вот к вашему увлечению, к вашей работе. У кого-то активизируются знакомые, друзья. В тот самый момент, когда вам особо некогда, начнутся звонки, что-то вот хотят от вас, приглашают, зовут, там, хотят вот прямо здесь и сейчас с вами там поговорить, встретиться. Значит, мои хорошие, с друзьями вы всегда можете пообщаться. Говорите как есть, говорите, что у меня сейчас аврал, я не успеваю, у меня то и сё, 5-е, 10-е. Пожалуйста, давай немножечко попозже, либо перенесем, либо вечером. Да? Объясняйте, не надо ничего тут придумывать, велосипед изобретать не надо, говорите как есть. Человек поймет. Человек поймет все, как бы вы сможете договориться. То же самое может быть и с родственниками. Да? Там маме что-то надо, папе надо, там свекрови, невестке. Да? Вот люди почему-то начинают вас дергать. Когда вам и так некогда, вас еще и дергают. Что очень важно на этой неделе? Сохранять внутреннее спокойствие. Верить в себя, верить в то, что у вас все получится. Ни в коем случае не нервничать, не раздражаться и не паниковать. Иначе вот если вы вот в себя не поверите, либо начнете сомневаться в том, что вы делаете, вы можете совершить ошибку. Одну, либо несколько. Да? Потом придется все равно возвращаться, переделывать. А это дополнительный стресс, дополнительная нервотрепка. Вам это не нужно. Поэтому, мои хорошие, полная концентрация на том деле, которое вы делаете. Кто-то, может быть, ремонт начнет делать. Да? Может быть, вы не работаете, дома сидите, вот ремонт вам нужно будет сделать. Чем больше вы будете фокусироваться, тем больше вы будете, скажем так, прорабатывать то, что вам нужно, тем быстрее вы закончите с лучшим результатом. Если вы где-то какой-то момент на этой неделе запустите, то, к сожалению, это растянется прям чуть ли не на месяца.
на будущее. Вам это совершенно не нужно. Поэтому стараемся по максимуму все сделать в отпущенное время. Я имею в виду, там, если работа, то в рабочие дни. Знаете, в эту неделю вам даже высшие силы помогают, причем помогают очень сильно. Все получится, все будет, работайте вы для себя, на себя и на свое будущее. Дальше, мои хорошие, не исключены проблемы с детьми связанные. Возможно, в школу вас вызовут, возможно, в университет, да, то есть какие-то будут претензии к вашему ребенку. Значит, реакция должна быть адекватной. То есть, да, не начинаем там на ребенка кричать, там, разбираться. Идем сначала выясняем, что случилось, слушаем одну сторону, слушаем своего ребенка, что он скажет, как он видит эту ситуацию. Потом делаем выводы и принимаем, соответственно, меры. Еще раз говорю, контролируйте свои эмоции. Вот прямо в узелок завяжите все свои вот эти нотки эмоциональные. Они вам совершенно не нужны будут на этой неделе. Они лишь только будут мешать и отягощать ту ситуацию, которая у вас есть. Ситуацию повышенного вложения себя в дело, в развитие ситуации. Так, кто у меня будет посещать госучреждения, какие-то документы, справки, разрешения, нервы могут потрепать. Я сразу хочу предупредить, я вижу надменных людей, я вижу какое-то, вот, знаете, пренебрежение даже может быть. Значит, ни с кем не спорим, не ругаемся, но стоим на своем. Вот вам нужно получить этот документ. Вот прям так и говорите, пока я не получу этот документ, я отсюда не уйду. Вот все. Вот что хотите со мной делать? Не расстраиваемся, не материм этих служащих, да. Спокойно, вот жестким таким тоном мы об этом сообщаем. То есть, когда человек видит, что ага, от вас так просто не отделаешься, он будет делать свою работу и выполнит то, что вы ждете от этого человека. Только в таком формате. То же самое, если нужно на почту, если нужно в поликлинику, вот куда бы вы ни шли, люди могут там попытаться от вас, вот, ну, идите, сегодня там неприемный день, либо там вы не успели, вы опоздали. Донесите какую-то там бумажку, справку или еще что-нибудь. Девочки, стоим на своем. И прям жестко на своем стоим. Двери откроются. Под таким напором, ну кто сможет устоять? Никто не сможет устоять. Все будет замечательно. Дальше. Вот важный момент связан с какой-то поездкой на автомобиле. Кому-то идет поездка на автомобиле. Либо вы будете планировать поездку на автомобиле. Может быть, вас в командировку будут отправлять. Либо вам нужно будет по каким-то делам ехать на транспорте. Вот именно своем личном, да, на автомобиле. Значит, мои хорошие, там, скорее всего, план поменяется. План поменяется, причем в последний момент. Это и к лучшему. Я бы вообще посоветовала на этой неделе как можно реже использовать автомобиль. И уж тем более не использовать, когда у вас голова затуманенная, задуренная всякими вопросами, проблемами, и когда вы спешите. Вот воздержитесь. Воздержитесь по возможности. Либо попросите, чтобы вас кто-то подвозил и отвозил. То есть самостоятельно управлять автомобилем в таком состоянии, но это большой риск. Большой риск и неоправданный риск, понимаете? Если вы умеете себя контролировать, внутренне успокаивать, фокусироваться на именно то дело, которым вы занимаетесь, например, вождение автомобиля, тогда пожалуйста. Но опять же таки, не забываем про все предосторожности. Вот, если вы понимаете, что вы особо нервная, да, с тонким строением души, тогда лучше воздержитесь. Попросите кого-то, чтобы вас там отвезли, подвезли. И если вам будут предлагать какой-то другой вид транспорта, конечно же, соглашайтесь. Соглашайтесь. Вам действительно нужно уходить глубоко-глубоко в себя, чтобы изыскивать эти ресурсы, доставать необходимые знания, да, и применять их на практике. Что касается обучения. Если вы там планировали, хотели пойти на обучение, возможно, вы предложение такое получите. Возможно, даже вы получите предложение, что вот ты поучишься, да, ну, как опыта наберешься, да, либо прокачаешь свои знания и получишь предложение по работе. Будьте аккуратны, потому что там явно могут быть какие-то манипуляции. Очень уж хитрые люди у вас с левой стороны вышли. И такие, знаете, вот выдают себя за каких-то там прям наставников, учителей, каких-то важных там ферзей, да, а на самом деле это простые мошенники. Будьте в этом плане аккуратны. Если вам предлагают вот какой-то вот обучение, да, вот пройди обучение, получишь там мега результат, прям чуть ли не в тот же день, сразу разворачивайтесь и уходите. Здесь большой риск того, что
люди попытаются вас ввести в заблуждение, либо развести вас на деньги. Ну, буду говорить прямо как есть. Все мы люди взрослые, знаем, что такое бывает. Поаккуратней. Прям тут какая-то как группа людей, да, 3 человека таких достаточно ушлых вышли. Так, а по поводу работы. Кто искал, кто хотел обрести работу. Пока, к сожалению, я не вижу, чтобы вы могли выйти на работу. Возможно, предложения будут, возможно, даже будут те, которые вы будете рассматривать, но пока у вас нет такого, что вы загорели, сказали, да, это мое, я выхожу, я работаю. Я бы, конечно, порекомендовала, если есть, конечно, такая возможность, да, немножечко еще подождать. Ваше предложение, оно где-то рядом. У вас работа за спиной стоит. Поэтому переживать и расстраиваться, что ох, у меня работы нет, не стоит. Вы обязательно найдете работу своей мечты, где вы и денежку получите, и морально-этическое удовольствие. Так, по поводу тех, кто у меня ругался в споре, в ссоре, а особенно кто вот по деньгам, да, вот деньги были камнем преткновения в семье, да, денег не хватает, там нужно платить по счетам, может быть, кредиты, ипотеки, ну, в общем, неприятности, да, связанные с материальным. Значит, мои хорошие, я вижу хороший шанс на примирение. Примирение будет каким образом? Во-первых, вы деньги получаете, вы уже поспокойнее относитесь, и партнер что-то придумает. Придумает в плане, может быть, подработка, может быть, какая-то дополнительная работа, может быть, в крайнем случае, я не знаю, что-то продаст, либо вот у кого-то, да, помощи попросит. То есть у вас деньги получаются из 2 источников. Вы даже в эту неделю будете испытывать изобилие. Изобилие в доме, изобилие у вас на столе. То есть, в принципе, даже очень неплохо идет. Вам могут принести какие-то, может быть, продукты, вещи, да, вот чем-то вас люди одарят. То есть будет очень неплохо. Будет, как знаете, из пустого, да, в полное вы перейдете. Поэтому кто у меня тут никак не мог найти общий язык, я вижу, что вы примиритесь, что вы друг друга поймете. И вот даже то, что у вас идет улучшение материального вашего благосостояния, ну, как играет на руку, да, вы, то есть, можете примириться, вы можете немножечко поспокойнее быть. Значит, чтобы вы понимали, вот только не обижайтесь. Я надеюсь, что это не у всех отыграется, но вот информация идет, что здесь оба виноваты. Вы какие-то оба несерьезные вот в плане денег, транжиры, что ли, да, не можете устоять перед каким-то искушением. Мои хорошие, здесь нельзя переделать одного из партнеров. Здесь вы оба должны вот прям проанализировать, как каждый из вас ведет себя и вот как вы ведете себя в семье. И только на основе вот этого глубокого анализа вы должны выработать новую стратегию. Стратегию в поведении, ведении хозяйства, распоряжении материальными ресурсами. Только в таком ключе. У вас возможность есть. Возможно, даже какую-то информацию вы получите, либо кто-то вам на это укажет. То есть есть о чем подумать и есть о чем поговорить. Дальше, мои дорогие, вот кому-то идет спонтанная покупка. Покупка какой-то мелочи, может быть, мелочь, либо чего-то неважного, но у этой покупки будет какое-то двойное назначение. И вот будет момент, когда она вам очень-очень-очень-очень, кстати, пригодится, прям как палочка-выручалочка, да? Вот такой момент. Так что, мои хорошие, покупки тоже бывают очень полезные, и вам такая вот покупочка идет. Может быть, в интернете что-то увидите, может быть, мимо будете проходить, на витрине магазина увидите. Значит, не думайте долго. Вот в глаз упало, значит, покупайте. Как-то вот прям выгодно и с большой пользой для вас. Так, у кого были проблемы вот с соседями, не знаю, вот люди как окружают. Может быть, соседи, может быть, коллеги, какая-то проблема, может быть, конфликт, может быть, какая-то претензия была. Значит, мои хорошие, там вот у человека, который к вам с нападкой шел, происходит в доме какая-то неприятность. То есть человек просто эту неприятность на вас сбрасывает, да, вот агрессивный, импульсивный, цепляется, подначивает. Это потому, что человеку очень плохо, на вас это все перекидывается. Я вижу, что, во-первых, вы узнаете причину, да, по которой человек к вам вот так относится. А во-вторых, я вижу, что там ситуация получит развитие. Скорее всего, эта неделя для вас очень спокойно пройдет, да, то есть это человек, который был вашим триггером, раздражителем, вас трогать не будет. Вообще, как будто бы вам на глаза даже не будет попадаться. Это замечательно. Так, мои милые, неделька горячая, неделька потребует от вас всех ваших качеств, мужественности, стойкости, работоспособности и, конечно же, энтузиазма. Знайте, что вы работаете на себя, для своего будущего. Терпения вам, спокойствия вам и
уверенного взгляда. Все у вас будет хорошо, все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.